Оздемир, мы знаем, что ветеран Беллатор имеет рекорд 1-1 в этой организации, а так в целом 11-1 и 9 из 11 побед нокаутом одержаны. Очень жесткий соперник. Смотрите, насколько оба заряжены. И я вам скажу, что Волкан тоже по энергии не уступает, а Алихан тоже заряжен максимально. Очень высокий, 1,98 м рост его нашего спортсмена Алихана Вахаева. При этом еще и вес 105 килограммов. Но это только начало. 22 года, напомню, дорогие друзья, этому спортсмену. Сейчас совсем скоро ему исполнится 23. И нужно набирать мышечную массу, прибавлять в ударной мощи, потому что есть все для этого у Алихана Вахаева. Он базовый борец вольного стиля, напомню вам. Да, я думаю, он еще наберет мышечную массу, обрастет мясом, как говорят. Есть право, попадание, жестко попал он сейчас. Алихан жестко попал, но левую руку нельзя пускать. Это главная ошибка. Тот будет бить правый кросс через руку всегда. Вот этот парень, знаете, со скачка сейчас левый сбоку бросался. Колено, попытка перевода, партер. Успешно. Есть первый тейкдаун от Волкана. Волкан Оздемир, швейцарец, как раз курдского происхождения. Я видел его работу на тренировке с Тиаго Сильвой, с бразильцем, который выступает за клуб Ахмат как раз. Да, кстати, а вот сам Волкан Оздемир выступает за клуб Black Zillions, известный мировой. Я вам скажу, что еще есть один боец, вот такой же, имеет перспективу безумнейшую. Именно в потенциале, очень молодой, 23-летний Сергей Павлович, супертяж, 115 килограммов вес. И 1,93 м рост. Очень крутой потенциал у этого парня. Боец клуба Академии ММА. Вот я думаю, что Сергей Павлович вместе с Алиханом Умаром Вахаевым, если при должной правильной работе, это будут действительно бойцы звездные мирового уровня. Да, вот проводит добивание Волкан. Была попытка перехода на армбар со стороны. Встает. Посмотрите, что делает. Базовый вольник. А, кстати, Сергей Павлович базовый греко-римец. Борец греко-римского стиля. Да. Сейчас видим, что пытается довести. Красавец. Да, вот не отпускает. И требует от него тренер как раз по вольной борьбе. Требует поднять и бросить. Да, оторвать, чтобы опоры не было у Волкана. Да, физически сильный спортсмен Волкан, видно. Ну, это уже парень постарше, 26 лет. Да, он сформировавшийся. Уже сформированный. 25 лет уже боец формируется. Ну и, конечно же, все-таки супертяжелый весовой дивизион. Давайте честно признаемся, Волкан тоже очень молодой для этого веса. Да. Левый по печени, аккуратно. И, конечно, с нашим Умаром нужно много заниматься ударной техникой. Очень много. Каждый день пропускает тяжелый удар сейчас Умар. С Умаром очень много нужно заниматься ударной техникой. Постоянно, каждый день по 2 тренировки в день по линии ударки. С ним нужно много работать. Это пока очень сырой материал. Пока сырой, и впереди большой труд его ждет, кстати. Да, конечно. Тут уровень соперников, конечно, резко возрос в этом гран-при. И не просто, конечно, Умар Вахаев. Вот первый из них Волкан Оздемир. Ну, очень минимальный опыт у Умара. Давайте признаем. Всего лишь 5 поединков. Да, 4 победы, 1 поражение. И все они были проведены, эти поединки, вот в промоушенах в Чеченской Республике. Он же не выезжал ни разу. И опыт минимальный у нашего Умара. Данные, просто поверьте, я говорю еще раз, мало видел бойцов с подобными данными, уникальными данными для будущих больших побед. Ну вот, пожалуйста, да, выходит из этого опасного положения Алихан. Первый раунд, конечно, не совсем удачно складывается, но это еще не завершение поединка. Сейчас смотрите, что он делает. Пожалуйста, да. И чуть-чуть. Да, вот чуть-чуть физических сил не хватает в этом клинче пока. Набрать мышечную массу. Да, не просто массу, а мышечную массу набрать. Именно функциональность. Набрать физическую силу. Здесь, смотрите, на зацепе. И здесь колено просится колено вот здесь. Да, вот не пропустить чуть-чуть в этом размене, конечно. И попасть тоже может сам Умар. Нельзя выдавать проходить ноги. Базовый вольник Умар Вахаев не должен позволять это делать. Да,
превосходство в опыте сказывается в этих моментах, конечно. Здесь Фулл-маунт, фулл-маунт. позиция фулл-маунт очень опасная ситуация. Да, при росте вот подобном, который есть у Алихана, нельзя ни в коем случае там оказываться. Отдавая себя полноценно. Очень молодой, очень пока минимальный опыт имеет Алихан Вахаев. Это необходимо отметить. И, конечно, труда и работы ему еще предстоит просто невероятное количество проделать. Да, вне зависимости от результата этого поединка, это, конечно, огромный опыт, огромный скачок для молодого бойца. Такой уровень, он уже поймет, прочувствует его. И дальше, как бы не завершился поединок, я думаю, все у него будет хорошо. Вот первый раунд завершается. Волкан Оездемир в доминирующей позиции заканчивает его. Мурат Вот. Бичуев сейчас вот как раз приводит в угол и должен его максимально сейчас активизировать. На самом деле это тяжко тоже приходится Волкану Оездемиру, это нужно признать. Да, Очень нелегкий для него бой. Вот О, есть есть право! право! И точно в подбородок Да, попадает. да, есть. Алихан Вахаев сам чуть-чуть не пропустил левый как сбоку. опасно прошел этот Очень удар. опасно. И опять двойка. Вот он дух, о котором Вот мы он говорили, дух. Максим. И заряд. Посмотрите, что он делает. Да, да. Нельзя здесь давать себя сваливать. Вот это вот, конечно, уже неустойчивость и потеря функции. Какой тяжелый удар справа он сейчас попал. Да, о, пожалуйста! Оу! Чуть-чуть болевой прием не удался. Я было вспомнил поединок Хункара Асмаева, но, к сожалению, не повторилась та ситуация. Вы смотрите, что происходит, а? Я уверен, что многие тоже посчитали, что все, дело сделано. Имеется в виду, что Алихан проигрывает дрызг этот бой. Сейчас был очень серьезный шанс для того, чтобы одержать победу болевым приемом. Что не хватило? Вы расскажите, вот как вы, человек, который действительно специализируетесь на грэпплинге и БЖЖ, что не хватило? Вроде все правильно делал Умар Алихан Вахаев, но Оздемир вовремя ушел в сторону, то есть он зашел за захват этот. То есть он ослабил захват. Соответственно, изначально не было крепкого захвата. Ну да, он просто прочувствовал этот момент, когда Алихан выходил на этот болевой прием и просто забежал в сторону. То есть, ну, я думаю, за счет опыта он прочувствовал этот момент. И довольно-таки спокойно, да, он ушел из этого. Очень спокойно, Да. Он очень контролировал ситуацию, он прочувствовал. Вот искушенный в партере спортсмен, он всегда чувствует эти моменты еще во время начала проведения приемов. И если предугадать такие вещи, можно выйти. Или есть возможность, вероятность того, что Рашид Магомедов продемонстрировал в UFC, терпеть и выходить за счет пластичности. Да. Но здесь вот вовремя сориентировался Волкан Оездемир. Да, я было уже вспомнил поединок Хункара Асмаева. Помните, тот эмоциональная концовка, героический поступок нашего бойца. Но здесь пока, болевым приемом, увы, тогда здесь с нет. сабмишином Хункар выиграл тот поединок, по сути, проигранный. Ну и, конечно же, необходимо сказать, что вот этот парень, который противостоит сегодня Алихану Умару Вахаеву, Волкан Оездемир, для любого бойца в этом самом дивизионе может являться серьезным испытанием. Я вам скажу, для Руслана Магомедова также. Да, это боец высочайшего уровня. Боец UFC, казалось бы, Руслан Магомедов. Вот здесь чуть-чуть свою излюбленную коленочку не допустил. Справа, да. Вот здесь есть клинч, у него есть Надо возможность. пользоваться Но преимуществом сил длины нет конечности. практически Да, функциональных. уступает, конечно. И... Справа попадает, бонус подбородка! О. Посмотрите, вертушка непонятно куда была сделана Оездемиром. Без сил, смотрите, Вот, что пожалуйста, делает. да, защищается Алихан. Алихан Вахаев сам. Вот оно желание, да. Дух, характер и огромное желание. Мотивировочная составляющая главы республики, герой России Рамзана Ахматовича Кадырова. Это, конечно, нельзя ни в коем случае оставлять. И здесь именно, я думаю, влияет это все очень сильно. Меня не покидает ощущение. Кто его бы сейчас, Да, знаете, как Максим. будто его, вот кто-то сейчас, значит, как-то подпитывает. Да. Периодически взрывается Алихан. А меня не покидает ощущение, что что-то произойдет в этом поединке, что вот что-то должно быть. Какой-то экшен, как говорится, как любят наши судьи, говорят, экшен, да, требует чего-то. Вот экшен какой-то должен быть в этом поединке. Советуют встать Умару, но советуют одно дело, другое выполнить это все.
Сейчас пока сложно об этом говорить по поводу вставания, потому что вот в этом положении не приходится об этом говорить пока. Сейчас. Вот попытка треугольника бы. Вот длинные конечности у Алихана можно было бы попробовать. Смотрите, Ездемир поднимается сам в стойку. Без силы Ездемир, на самом деле. Кстати, вот базовый ударник Ездемир лезет бороться. Значит, чувствует опасность в стойке. Да. Это тоже показатель. Говорю, это очень перспективный парень. Очень перспективный. С его данными 1,98 м, еще раз вам скажу, уважаемые телезрители, у Алихана Вахаева, он же Умар Вахаев, 1,98 м рост и 105 килограммов веса. Его 22-летний возраст говорит о том, что он еще может набирать и набирать в будущем. Вы смотрите, без силы Ездемир тоже стоит. Да, устали оба. Очень тяжело приходится, конечно, Алихану. Надо поддержать его, максимально привести в себя. Да, в очень плохом состоянии находится. Не получить бы тяжелых травм в этом поединке ему. Вот замедленным повторе мы сейчас видим. Да, вот этот спурт в начале раунда. И попадание его справа, помните? Да. О, пожалуйста, да. Чуть-чуть. И вот, знаете, когда уже мышцы налились, здесь удар еще тяжелее становится. Он мог вот в таком состоянии привалить на канвас Ездемира, который находится, по-моему, совсем чуть-чуть в лучшем физическом состоянии, чем Алихан Умар Паскаль. Но тоже не в идеальном, да? Да, не в идеальном уж точно. Да, видно, по нему тоже устал, конечно. Выбросил много ударов Волкан. Далеко не в идеальном. Еще раз, дорогие друзья, во время этой паузы вас отправлю в сообщество ВКонтакте канала Матч Боец. Заходите, будьте активны, включайтесь, обсуждайте различные темы. А сейчас мы, пользуясь случаем, поздравим с победой над бразильцем Рамазана Эмеева и проходом его как раз финальный поединок против... Мега-поединок. Да, против Александра Шлеменко. Все его ожидали, вот сейчас дождались, и Рамазан Эмеев будет драться против Александра Шторма Шлеменко. Тоже крутой бой, в потенциале мы с вами увидим, дорогие друзья. Ну и необходимо сказать, что Рамазан Эмеев-то месяц провел в Чеченской Республике в клубе Ахмат. Да, тоже проходил сборы, знаем об этом. Вы, кстати, не брали интервью у Рамазана? К сожалению, пока не удалось, но хотелось бы пригласить его в свою программу и интервью записать. Это топовый боец российский в сегодняшний день. Я думаю обязательно, что у вас это получится в будущем. Да, я очень надеюсь, Максим. Очень надеюсь. Также надеюсь, что возьмем интервью победное у Алихана Вахаева. Да, но если будем надеяться, есть один раунд еще. Алихан вырвет этот бой, я вам скажу, это будет такое маленькое чудо. Если он вырвет этот поединок. О, снизу апперкот! Пропускает самый, попадает правый апперкот. Тяжеленный прилетел сейчас точно. И, правда, до этого пропустил сам. Здесь нужны вот усилия, вот эти усилия, найти в себе. Здесь бить нужно, а Ездемир сел. Сел уже функционально, он встал и сел. Вот он шанс. Вот здесь сам Алихан бьет. Попадает справа, но не так жестко, как хотелось. Он сам пропускает. Да. Собраться нужно в защите и чуть поднять руки. Здесь колено, давай, отработай. Есть колено в корпус. Солнечная область солнечного сплетения. Есть еще раз. Боковой. Боковыми ударами. Смотрите, что делает. Да, есть. Посмотрите. Вот это да. Вот это да. Чуть-чуть. Буквально несколько сантиметров не хватило. Есть точно. Да, попадает справа еще раз. Ездемир показывает, что ему нипочем, но мы видим, что, конечно, доходят до цели и причиняют урон эти удары. Вот здесь Алихан подпер клетки. Может он, может. Вот есть справа. Великолепный бой мы с вами видим, дорогие друзья. Это проявление духа и характера после первого раунда, что было. Снизу апперкот. Есть сбоку, есть апперкот. Есть справа. Еще. И левым джебом. Напомню, Ездемир суперопытный боец. Боец, который дрался в Соединенных Штатах Америки. Вот здесь колено оттягивает. Здесь бить надо. Это боище. Нельзя, ни в коем случае нельзя давать переводить себя в партер.
Здесь нельзя давать себя бросить. Вот это да. Да, к сожалению, переводит партер Аздемир. Но весь раунд этот Алихан сейчас, конечно, окучивал и в давлении, и количеством ударов. Да, отдает позицию full mount Да, Алихан. жалко. Видимо, да, отдал вот силы, конечно, в этом спорте так называемом, выложился. Еще раз подчеркиваю, дорогие друзья, не перестаю говорить о том, что этот парень действительно может быть большое будущее в смешанных единоборствах, стать действительно бойцом с мировым именем. Да, просто можно восхищаться этим парнем. То, что он делает сейчас, это подвиг. Да, вот нужно видеть его лицо, чтобы понимать, насколько тяжело ему сейчас приходится. Но, тем не менее, находит в себе силы, защищается. В любом случае, я думаю, этот поединок – это победа, ментальная победа для этого бойца. Это просто безумнейший опыт, и именно положительный опыт будет для Алихана Умарова Ахаева. Лишь бы без травм, 2 минуты остается до конца. И для него этот бой будет еще, знаете, еще одним мотивировочным моментом. И вот Буайсар Сайтиев, наш трехкратный олимпийский чемпион, прославленный борец на весь мир, не может тоже отойти от клетки, весь в переживаниях. Да, поднимает. Вот он, Да, шанс. вот здесь Полторы еще один шанс. минуты. Еще Вот один шанс. Надо пробовать. Вот здесь. Вот он момент. Здесь можно отработать концовку. Минута и 20 секунд. Посмотрите, что происходит. Здесь надо попасть точно. Снизу готовил, снизу Да, апперкот свой. прошел рядом с Есть, коленом. чувствует сейчас Алихан, чувствует. Есть колено. Попал снизу. Есть апперкот. Апперкот есть точный. Еще попал левый джеб навстречу. Апперкот. И туда Двойка. Надо пробовать, надо насыпать. Еще удары. раз, Есть смотрите, еще удары. боковые. Корпус. Действует Переводит еще. на голову. Красавец! Вот это Удар красавец! Вот это красавец! Вот Надо это до бой! конца. 30 секунд остается. Надо пробовать. Апперкот от Аздемира. Боковой от Аздемира. Надо отвечать. Вот здесь и проход! Попытка прохода. И еще поднимать! Чуть-чуть не хватает. Вот это да. Но здесь, дорогие друзья, сразу же прошу прощения, невозможно не болеть за этого парня. Если бы вы с ним провели месяц на сборах, вы бы все поняли, что нельзя остаться не безучастным и без эмоций. Вот особенно в таком бою, когда против тебя, казалось бы, по предварительным прогнозам выходит победитель и соперник, который у тебя вроде бы должен выиграть. Да, Алихан восхищение. Наше перестраивается. восхищение этим бойцам и в первую очередь, конечно, Алихану Ахаеву. Потрясающий поединок. Просто Мы видели, потрясающий. друзья. По накалу это просто нечто. Стоя аплодируем участникам этого боя и, конечно же, Алихану Умарову Ахаеву. Супербой. Супербой чем в большей степени? Вот потенциалом своим. Эздемир, напомню Вот вам, дорогие друзья. посмотрите, что же делает. Да, Аздемир вот в здесь этом. Эздемир. 11 побед, 1 поражение. Швейцарский боец курдского происхождения. Парень, который уже сверкнул не раз. Уже Да. знают его в мире. Да, Беллатор 1-1 рекорд у него. А так в целом 11-1, 9 нокаутами. И как же, да, Алихан выдержал сегодня Алихан эти это удары. вообще молодой парень, который только начинает свою карьеру в смешанных единоборствах. Ну, чрезвычайно молодой. Просто первые шаги это делает человек в ММА. И, конечно, сейчас он проявил тот самый дух, о котором я говорил в первом раунде. Что может помочь и что может способствовать его будущей победе. Единогласно. Единогласно отдают этот бой Вулкану Аздемиру, но я вам скажу, что это победа и Алихана Ахаева. Да, несомненно, это огромный опыт, это такой необходимый опыт для молодого чеченского бойца. Но Вулкану Аздемира поздравляем с выходом в полуфинал, где он встретится с Казбеком Сайдалиевым. Я думаю, что вот одно поражение